Так. Куда вперед? Нет, так не получится, наверное. Потому что много вещей сюда нагрузим. Да, давай. Давай потихонечку что-нибудь. Блин. Стараюсь уже по минимуму, слышишь, но все равно получается очень много вещей. Вот с тем расчетом я и покупал лодку. Понимаешь? Так. Сюда. Холодильничек. Не, мотор будет 9.9, будем вообще двигаться. Отлично. Держи лодку. Ноги мой, нормально. Как-то они мне чистят. Все, отлично. Это можешь куда-то сбоку ложить. Погнали. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Набрались. Ну что, ребята, всем привет. Очередная рыбалка у нас бабье лето. Сегодня какое число у нас? 25-е? 26 сентября, ребята, у нас неделя просто теплой погоды. 3 дня как стоит уже солнышко. И вот сегодня мы решили с Ларисой Юрьевной выехать вдвоем порыбалить. Ну, в целом просто отдохнуть, наверное, больше. Но, конечно, рыбалка на налима сегодня у нас будет присутствовать. Добрались вот до этого места. Многое уже известно по моим видео. Это скала, вот как ее называю. Здесь зимой мы с Лариской доставали налима. На флагман 380, ребят, полный вообще максимум, наверное, загрузки мы сегодня шли. Ну сколько, 1,5 часа, наверное, да, поднимались с поселка. Все долго, ребят, там по перекатам течение очень ужасное. Ну, в целом нормально, все дошли. Лариса даже за румпель села немножко. Короче, ребят, добрали вот до этого места. Ребята многие рыбачат, я обзвонился вчера и там занято, где я уже разведывал. Короче, решили вот здесь, в этом сезоне, осенью попробовать здесь. Ну, частенько я здесь рыбачил, в принципе, доставали налима неплохо. Вот видно, тут ребята тоже совсем, в принципе, недавно рыбачили, вот рогатульки стоят. Ну, сейчас вот с такими дождями вода поднялась примерно на метр, наверное. Короче, решили с Лариской здесь тормознуть, на вот этом островке. Золотая осень, ребят, смотрите, какая красота вообще, четкая вообще. Лист еще держится, вот, наверное, вот это тепло, наверное, сейчас его осушит, и первый такой сильный ветер, наверное, все снесет махом.
Сегодня вдвоем будем рыбачить, ребят, будем готовить вкусняк. Лариса Юрьевна сказала, накормит просто вообще от души. Ну и просто проведем времени. Хочет порыбачить с ночевой, никогда не рыбачил, вот ночную рыбалку. Как бы все есть, фонари, все, пила, все, ребят, все есть. Почему никогда не рыбачила? А когда рыбачил? С ночевкой. Сейчас еще недавно с дочей выезжали. Ну, ты сидела, спала в палатке, а я кто-то рыбачил, да. Сегодня я имею в виду то, что ты вот прям попробуешь порыбачить. Где-то до часика, до 2. Будем надеяться. Да. Так что, ребят, что, давайте с нами, оставайтесь. Все будет здорово, я думаю, интересно. Ну что, сейчас добрались рано, времени вагон вообще. Дрова заготовим, короче. Здесь вот такой стол. Молодцы, ребята, сколотили. Прям вообще молодцы. Ну, костровище, вот там какие-то рогатульки, палатка у пацанов была какая-то, видно вот. Ну, таким же макаром здесь мы остановимся, да, Ларис? Приберемся, там вот бутылочки валяются. Ну, все сделаем красиво, чтобы для нас радовало глаз, чтобы мы наслаждались природой и рыбалкой, и, короче, все четко. Так что, ребят, давайте, погнали. Вот, ребят, так загрузились сегодня вообще. Палатку я взял зимнюю свою алтаюшку, спальники, коврики, 4 рюкзака на здоровых, пила, тут много, короче, бензин, вообще, ну, загрузились вот так вот, сидели, в принципе, вдвоем рядышком, вот так. Лодка полностью нагружена была, снасти. Сегодня закидаем полностью вот этот берег, не знаю, вот сколько вот у меня есть снастей, столько и поставим, наверное. Червей куча, так что будем брать количеством, наверное, да, сегодня, Лариса Юрьевна? Да. Сегодня Лариса Юрьевна нас налима будет доставать, если все получится. 100%. Ну, место, в принципе, классное. Место отличное. Тоже поворот, вода на прибыль. Идет трава, мусор, лист. Мы здесь рыбачили и зимой, и весной, да? Ну, здесь, да. И летом. Здесь частенько бывали. Так что здесь сегодня, ребята. Здесь припаркуем ее. Я хочу убрать их, чтобы они не приляпались. Зиночка. Резинки сразу вон наверх. Ладно, будем разгребать вещички. Сейчас сразу кухню тут соорудим, ребят, чтобы было четко. Червячки. Сегодня рыбачим на черве, ребят, будем. Вон шикарно как. По червю вообще классно. Доночки. Так, запасное все дело. Стульчик сразу достанем. Короче, потихоньку разбазируемся. Вот, в
принципе, все остальное. Там фонари на ночь. Сразу пакет достанем мусорный. Соберем мусор, чтобы было комфортно все. За такими свинюшками, блин, рыбаками, блин. Да, делают стол, делают стул, сидят, кайфуют, а и под стул все это дело, под себя, короче, получается. Вода какая-то. Ну, это сжечь можно. Это мы сожгем. Так, ну что, сразу костерок, ребят, сделаем, чтобы тлел у нас, горел веселее. А времени вагон сегодня у нас, так что спокойненько все, никуда спешить не надо. Вот и люблю вот так, когда не надо спешить. Бывают такие моменты, когда быстро все. Прогуляться с дровишками. Ну там вроде вот на этом краю моет. Ребята вроде пилили вот здесь тоже. Сейчас тоже сходим, посмотрим, что да как. Вот здесь тоже мусор немножко. Здесь, вот здесь стол, походу, ресвиш был. Да, здесь был. Вот его вкапывали даже. Что-то бросили. Сейчас ходим туда, посмотрим. Блин, погода классная, да? Тепло, блин, так клево. Последняя такая погодка перед зимой, так скажем. Потому что все резко будет. Вон кто-то тут пилил. Тут отнесем тоже. Это отнесем. А? Ну да, ну не, мы сейчас что-нибудь найдем. Вот здесь пилили дрова. В принципе, ребята напилили, молодцы. Прям на краю. О, как круто здесь, смотри, Арис. Четко, да? А, да, тоже, смотри-ка. Так такая погода, выходные. Кресло, да? Да, у него кресло, но... Вот эту сможешь утащить? На плечо прям положишь. Зима, говорю, ночь длинная очень. 12 часов. 13 уже. Вот тут возьми поближе. Нет, вот тут возьми рукой, чтобы не перевешивал. То бишь найди центр тяжести. Все, вперед. А как ты хотела, слышь? Иначе никак. А я вот возьму, наверное, вот эту. Вот эту возьму одну. Можно, в принципе, что-то еще охватить. Ну, чтобы тут не пилить. Вот эту я, наверное, ребятки, хапну. 2 жердины. И попрем. О, так и попрем. Допрем. Вон, да? Вон балан. Вон балан плывет. Я просто почему говорю, то, что ночью опасно. Когда вода прибывает. У нас речки таежные. Много вот этого дров плывет. И вот на ПВХ опасно. Не то, что как бы опасно, просто распоришь лодку, разобьешь. Вот это плохо. Вот это тебя нашел.
Такой ты, наверное, не упрешь. Можешь? Не знаю. Куда я знаю? Ну-ка, давай. Ну, в принципе, вот что пилили. Все, я понял теперь. Ну, в принципе, нам нормально, хватит. Я еще вот это утащу. Вот эту. И четко будет. Там еще возьму кое-что по дороге. И все. С дровами, можно сказать, все готово. Елка, блин, вся сучкастая. Неудобно нести ее. Ну вот, ребята, у нас так дров получилось. Че, говорит, хватит нам на ночь? Не замерзнем же, да, эти? Сейчас попилим напополам. И отлично будет. Коробочку снимали. Да у меня она сломалась. Застежка. Надо новую. Ну вот, ребят, такая кучка дров. Ну, в принципе, это средний такой болван. Это, кстати, все вот, говорится, это все вот, вода принесла, вот эти дрова. Видишь, без коры, без ничего. Такие уже. Ну, в принципе, нам хватит. Вот еще есть болванчик. Из нее на финскую свечку сделаем. Как плита у нас здесь будет работать. Говорится, сейчас ужин будет готовить. Сразу сейчас что-нибудь замутит, перекусим. А уже потом рыбалка и все остальное. Так что сейчас с нее финскую свечку сделаем. И все. Так, ребят, ну у нас пила, говорю, плита готова. Ну, не знаю, сыроват, правда, конечно, блин. Ну ничего, я думаю, разгорится. Вот такая свечка. Цепь уже туповатая. Надо поточить. Вот сегодня, Лариса Юрьевна, плита твоя на вечер. Давай сюда ее установим, чтобы возле стола, чтобы ты сидела нормально, готовила, резала. Я тебе буду помогать, если что. Сейчас разожгем. Давай сюда я. Нормал? Так, сейчас для котелка надо вырубить вам веточку. Опа. Вот такую хватит, наверное. Какая-то кривовато чуть получилось. Ну ничего, нормально пойдет.
Так, ну что, все в принципе классно, все четко. Сейчас возьмем бензинчику немножко, чтобы не марахурить до свечечки. В принципе, можно ее и паяльничком распалить, а туда внутрь пару капель. Вот так, и все. Кухня готова. Ну-ка, Рис, отойди. Отойди-ка. Ох, ничего себе. Все. Газ дали, говорит. Газ дали, свет дали, воду дали. А свет попозже чуть будет. Все. Пускай разжигается. Сильно рассказывай, что сегодня будет на ужин у нас. Тут кучу продуктов достала, смотрю. Будут гнезда с фаршем, томатной заливки. Это вообще, как бы, ну это блюдо. в лесу реально приготовить, да? Ну, конечно, это обычные макароны, просто формированные в гнезда. Помидоры. Все, понял. Угу. В принципе, ничего сложного нет. Понятно. А гнезда, это я понял, вот это, да? Они уже готовые, да, заводские? Да, они формированные. Ребят, смотрите, вот, короче, они уже такие макароны, как гнезда. Смотрите, как выглядят. Получаться будет начинка, да? Да. Серьезно сегодня у нас. Сегодня по гнездам будем двигаться. Походу вкусняха будет, вкусняха. Классно. Ну вот, финочка разожглась, смотрите, ребят. Пускай потихоньку. Ну, советуют еще пару вот камней положить, если что-то прикладывать, чтобы ее не гасило. А огонь распространялся, и вот камешки какие-то надо. А так, классная штука, да, вообще. То бишь, ничего не горячо. Вот возле костра, допустим, горячо, подлезть дым, а здесь вот такая вещь, она вот иной раз так, романтика. Лариска тут что-то морковку уже режет. Шинкует. Шинкует морковку. У нас уже водичка вскипела. 3 секунды. Вот котелок такой походненький. Давай, заливай. Прям туда кипятком? Да, томаты мы заливаем для того, чтобы кожу следовало? кожу снять, потому что они нам, в принципе, для соуса не нужны. Нужны сами томаты. Сейчас, короче, они типа сварятся, да? Да. Ну, минут 5. Угу. Водичку ставлю еще? Они лопнут. Да, можно еще поставить. Угу. Так, тем временем мы что, казан на огонь, да, Ларис? Да. Масло растительное мы забыли. Ну, слава богу, есть у нас сливочное. Да. Ребят, с походов, смотрите, у меня остаются брикетки. Сейчас уже на улице прохладно, так что в сумке лежит. Так, да, Ларис, ложку что ли? Держи. Угу. Все, понеслась наша печка на сегодня. Зато вкуснее будет, да, Ларис? Да, но не полезнее. Не полезнее, да? Лариса, а подними, пожалуйста, казанок. Просто сейчас пока 2 палочки поставим. Вот такие. Чтобы кислород гулял. Чтобы не вплотную стоял, а немножко поднятый. Вот так вот. И все. Так, дальше что у нас? Морковка, да? Морковка, лучок на обжарку. Да, томят. И у нас фарширок. Что за фарш покупной? Да, обычный свино-говяжий. Немного, 400 грамм. Угу. Для, ну, мы взяли сколько? 5 гнезд, да. Нам, в принципе, вполне достаточно. Даже не на останется. Все, у нас пошла жара, ребят, смотрите. Фарширок. Ну, мясо это, конечно, нормально. Мясо это нужно. Ребят, сразу поперчим маленько. Так, для себя. Ну, кто как любит, в принципе. Подсолим. Что у нас еще есть?
Там черными птицами. Специи, да? Ну, что-то такое, да. Вот, еще приправ немножко. И все. Размешаем и отлично. Вот, тем самым у нас обжарочка пошла уже на маслице сливочном. Свинина даст? Ну, свинина еще жира даст, да. Все-таки, ребят, с девушкой, которая разбирается в кухне, блин, ну классно ездить. И там не ешь что-то, как-то там какие-то макароны с тушенкой. А питаешься просто там замечательно прям. Это очень здорово, конечно. Мужикам советую всем. Что это прям? Я предлагаю, говорит, что-то этот поднять бокалы. Да? Да. Как ты смотришь на это? Мы же приехали. Не возражаю. Давай, красного. За здоровье. За рыбалку. Ну и вообще за погоду классную, да? Да. Шикарно, ребят, смотрите вообще. Блин, ну прелести вообще, конечно. Не, ну здесь мы достанем. Вот здесь, ребят, 8 метров по центру. Яма хорошая. Выход идет прям в центре. Вот и прям начнем ее обкидывать. Я, как обычно, сюда закину. Ну, вот, Ларисе дам сегодня пару донок. Пару закидушек юных будет. Зимой же я здесь поймала, значит, летом тоже надо поймать. Да. Зимой, кстати, да, тут твоя донка где-то в этом районе, да, кстати? Так здесь она и сработала. Да, все верно. Так что сегодня Лариса будет ловить своего налима. Посмотрим, как у нее это все получится. Ладно, давай. Вот помидоры, смотрите, ребят. Вот так бланшируем. Второй чайничек закипел. И какой-то мотор идет. И такую погоду, наверное, никто не отпускает. Все прям летят на рыбалку, на охоту. Что ты, Ларис, прям потом растираешь, да, все это дело? Ну да. И были бы дома, конечно, блендером это можно было сделать. Но в походных условиях можно и походной теркой. Блин, сегодня народу вообще, слышь, бывает, вообще сидишь, ну вообще ни души. Как я вот попал с водочкой, так ни одного человека. Ну, конечно, такая погода была. Вот здесь прям ездят и ездят. Там ребята, там ребята. Ну, тем более выходные еще, конечно. В будни здесь вообще тишина. Недалеко поднялись, ребят, километров 15, наверное, поселка. Ну вот. Так что спокойно здесь тоже хорошо. Так, далее, ребят, чесночок пошел туда. 2 зубчика и 3 помидора. Угу. Вполне достаточно. Походная аджика. Соль, перец еще добавить и все, аджика готова. Ну, в принципе, да. Смотрите, ребят, берем помидоры, заливаем кипятком. Там 10 минут. Баланшируем, как она говорит. На терочке. Чесночок, перчик, сольчик. Все. Аджика прям под закуску, да? Да. Классно вообще будет. Не отходя от дома. Да. От кассы называется, не от дома. От А дома, мы от дома. от дома 15 километров. Поперчили, посолили, да, Ларис? Да. Ну и аджика, в принципе, готова, да? В принципе, да. Ножа попробуй, дай попробую. Да, давай. Да. Ну да. Да, остро. Кисло. Аджика галимая. Угу. Такие есть. Что еще, томаты, да? Да, я томатный соус все равно к макаронам добавляю. Ну это не томат, это соус, да, томатный? Это соус томат. Я посмотрел, что такое. Так, Борис, ну что, показывай. Формирую. Так, вот эту штуку берешь, да? Засовываешь туда фарш. Да, прям плотно формирую. Угу. Ты давай для меня побольше формируй. Поверь, хватит тебе фарша. Побольше. И получается они будут вариться вот в этом бульоне, да? Да. А, вот она как, блин. Да, мы же делали. Ты не помнишь? Да дома это дома, я конкретно не вникал.
Все. А ты просто ел, да? Я Макароны. Я просто ел и все. Ел и пил. Ну такой, Андрей Викторович, ты еще не готовил. Ох, ребята, смотрите, что творится, а. И сейчас все вот эта движуха будет там, да? Да, и это надо накрыть сейчас крышкой. Не, ну серьезно, ребят, смотрите, в тайге, да, вот такую движуху делать. Но это не сложно. По центру поставь. Когда жена повар, да? Я просто хочу показать ребятам, чтобы они удивляли своих девчонок, когда возьмут на природу и чтобы кайфовали, понимаешь? Тогда вот будет вообще плюсом все это дело. Ну что, ребята, вот такие моменты. В принципе, реально ничего сложного получается. Покупаем вот эти макароны, гнезда. Готовый фарш, не надо тут ничего рубить. Хотя и фарш я готовил уже в избушке когда-то, сами мы делали. И котлетный фарш мы готовили. Жарил я котлеты на избе. Ну сейчас вот именно так. Помидоры кипятком заливаем, они там остывают 10 минут, потом снимаем кожицу, натираем, чеснок, перец туда, сюда. Все это забиваем, заливаем. А лук сначала обжарили, потом все это вниз вставим. И все, ребят, сейчас все это там затомится и будет как фаршированное вот это все дело. Классно. Ну вот, так, что у нас тут? Леденушки можно пожечь, пускай пока растворяются, незаметно, так скажем. Опа. Ребята, я поражаюсь, конечно, от количества народу вообще на реке. Все, наверное, хотят вот поймать эти леденечки. Ну, закрывать сезон, наверное, все уже. Но я-то еще никогда не закрываю. Будем сегодня биться в этом году, ребят, вообще до ледостава, наверное. С мотором многие спрашивают по 9,9. Он пришел, ребята, он пришел на завод 2 недели назад, 9,9 Хайди. Ну, я переговорил с менеджером и так далее. Его просто положили в коробочку и оставили, наверное, до Нового года, возможно, до весны. Посмотрим, как по деньгам будет. А пока хожу вот от Хайди, от компании Хайди. Дали мне на тест-драйв. Вообще ничего не могу сказать лишнего вообще. С полточка заводится, все четко, пока мне все нравится. Поменял масло сейчас в редукторе. Так что, ну просто смысл мне сейчас брать, мне обкатывать его. Ну, скоро уже реально холодно будет, зима. И вот эта прелесть через неделю слетит. Будут унылые веточки. Холодно, дождь, большая вода, как бы, ну, просто... Тем не менее, ребята, у нас уже ужин готов. Сейчас Лариса все покажет. Ну что, ребят, смотрите. Вот такая штуковина получается в оконцове. Вот эти, вот эти, ребят, 5 красавиц, все разваренные, но они как бы не упали, ничего, они также все находятся в этих макаронах. И этот бульон, этот соус, прям подавать можно, да, Лариса? Да, конечно. Сегодня уже очень кушать. Наловый хомячий целый есть. Так, ну что, по тарелочкам, ребята. Я говорю, с какую? Нет же, давай плоские. Плоские? Ну, конечно, как ты будешь есть? Без проблем. Можно и плоские. Все. Все, ребята, у нас подача на стол. Приветствуется к этому блюду коньячок, водочка. Ну а кто не пьет, или кому не положено, кто не может, ну не знаю, ребят, просто так, наверное. Если Юрина, ложку-то покажи, какая была ложка. Андрей. Вот она. Вот смотрите, ребята, какая штуковина получается. Ёп-макарёк. Все, это мы убираем.
Солишка нам не нужна. Топора тоже за сторону. Специи убираем. И просто сейчас будем кушать вот такую штуковину. Смотрите, ребят, как выглядит. Ну классно, да? Согласитесь, классно. Гнездо есть гнездо, да? Да, есть гнездо, есть гнездо. Круто. Давайте, ребят, с вашего позволения попробую. Побежь. Сразу. Ну да, бульон варится вообще классный. Фирменная Андрюхина. Не, Многим это не просто, нравится. просто очень вкусно, ребят, реально отвечаю. Да. Блин, очень классно. Был бы тот, кому не нравится твое сам бы замычал, да? Да. Смотрите, ребят, ничего, в принципе, сложного, но подача, во-первых. И само блюдо, знаете, как бы. Опа. Приветствую. Здорово. Тут, короче, кушаем, а тут у нас гости.